привет! Меня зовут Карина, и я работаю в Синете. Совсем недавно трое моих коллег вернулись из Японии, где пробежали свой первый международный полумарафон. И это было нечто. Мы провожали ребят всем офисом и очень сильно переживали за них в день забега. И сегодня я хочу поделиться с вами действительно вдохновляющими историями этих очень крутых ребят. Возможно, после сегодняшнего рассказа и вы захотите поменять свою жизнь к лучшему. Я никогда не бегала, и я не любила это занятие, поэтому это был настоящий вызов для меня. Перед стартом я думала: о боже, мне сейчас предстоит все это пережить. Главное начать и не то, что даже верить, а бегать. Ну, это же интересно, как бы испытать себя. У тебя все получится, точно. Вообще непередаваемо. Я полюбила бег. Вообще бег это клево. И вот уже 4-й год в Синете проходит программа личностного роста Синет Челлендж. И мы хотим, чтобы в Синете работали всесторонне развитые люди. Не только профессионалы своего дела, но и здоровые, счастливые, интеллектуально выдающиеся личности. А сегодня я решила пообщаться с победителями этого года, чтобы ребята сами рассказали об участии в Синет Челлендж. И совсем скоро мы с вами встретимся с Аней, Сахеем, Лидой и Алексеем. Лида, привет! Почему ты решила пробежать полумарафон? Я хотела попробовать себя, хотела пробежать именно длительное расстояние. И вот, собственно, из-за этого. А ты раньше бегала? Я раньше не совсем понимала, вот зачем, это бег да бег, просто люди бегают, перебирают ногами, грубо говоря, да. А сейчас я поняла, для чего это на самом деле. То есть основную энергию получаешь именно от стартов, то есть ради этого все и делается. В какой момент ты решила пробежать полумарафон? Вот что прям, все, я бегу. Я бегу, когда вот сказали, что будет челлендж, и я подумала, почему бы и нет. Это же получается, что я убиваю сразу двух зайцев, получается, я пробегаю полумарафон, и плюс я участвую в конкурсе, да, то есть это все равно какое-то соревнование, и так как я люблю соревноваться, почему бы и нет, я подумала так. Почему-то все боятся и ждут именно забега, что вот старт, и это вот тяжело. Нет, на самом деле самое сложное – это тренировки. То есть это нужно быть очень дисциплинированным, нужно постоянно, то есть тренировки пропускать нельзя никак. То есть нужно следить за питанием, нужно засыпать в одно время, просыпаться в одно время. Нужно следить за тем, чтобы, не дай бог, заболеть, потому что если ты заболеваешь, можно сказать, что на неделю выпадаешь точно. Но тренировки для меня это был челлендж, на самом деле. И вот с нарастанием объемов становилось все тяжелее. Такого же нет, что, например, на улице ветер, дождь, и такого нет, что, ой, наверное, сегодня я не потренируюсь, потому что дождь идет. Такого варианта даже нету. Сколько было людей на полумарафоне в Японии? Порядка 15-16 тысяч. С разных стран? В основном там были японцы, но в том числе, да, и иностранцы тоже. И я поняла, что я начала уставать, когда я начала считать километры. Я поняла, что я жду, когда же наступит 16-й километр, и бегу, и думаю, где же этот 16-й? То есть вот после, наверное, как раз когда осталось последние 5 километров, уже стало тяжело, уже начались внутри разговоры с самой собой. Забег, да, старт, это такая вещь, когда, я не знаю, может, у кого как, но у меня так было, что не получается просто сбавить темп. Просто потому что думаешь, зачем я столько тренировался, зачем вот это все, если я сейчас сбавлю темп, например, дам себе слабину. Вот особенно тяжело, наверное, было, когда вот уже последние 2 километра было. Потому что по плану я должна была финишировать. То есть последние 2 километра у меня уже должен был темп быть побольше, получше. Но я поняла, что у меня нет сил просто. Нет сил, просто мне хватило только на то, чтобы поддерживать то, что есть. И потом, когда бежала, посмотрела, что осталось 600 метров, я подумала, боже, это самые тяжелые 600 метров в моей жизни. И потом прибежала, и как такое чувство облегчения просто меня накрыло. А какое у тебя было место? 12 среди женщин. Стоп, в Японии? В Японии, да. Не, серьезно. Серьезно. А сколько участниц было?
Где-то 1700-1800. Ты же понимаешь, насколько крутая? Это же нереально круто. Нет, если честно, я сама удивилась, потому что обычно бывает... в Японии вообще много бегунов хороших. То есть, и там очень много бегающих людей. И, Да и тепло у них постоянно. да, то есть... проще. И я посмотрела, что лучшее время, по-моему, у женщин было 1:20, что ли. Ну, это хорошо на самом деле, но просто обычно бывает лучше. То есть там 1:13, там 1:14. А ты за сколько пробежала? 1:31 и 52. Сам факт того, что я пробежала эту дистанцию, для меня это уже достижение, да. То есть, то, что я еще в Японию попаду, это как бы, вообще... Да, это большой подарок. 21,1 километр – это примерно 50 кругов в стадионе. Я никогда не бегала, и я не любила это занятие. И даже в университете я ходила в спецмедгруппу, и я вообще не любила бегать реально. Я максимум до этого побежала, не знаю, 5 километров, может быть. Поэтому это был настоящий вызов для меня. Это сначала тоже было нереально для меня, 21 километров – это... Вообще нереально, подумала я. Но люди участвуют, добегают, и сказала, почему бы и нет, почему бы я не смогу. А во время забега, когда я бежала, вот эта атмосфера дает энергию. Вот реально. Это действует, все эти волонтеры, там еще были мои друзья, которые специально пришли, чтобы поддержать меня. Вот это все дает энергию и очень помогает. Тебя же сначала не номинировали как победителя, а номинировали Сахея. Сахей передал тебе. Что ты в этот момент почувствовала? Сахей, как никто, достоин победы. Он был неоспоримым победителем. Вот. Когда уже его наградили, я была рада за него. А потом, когда он передал свой приз мне, это было невероятно, можно сказать. Я, правда, не поверила. И я помню этот день как сон. Это было так. Это было очень трогательно, на самом деле. И я даже не помню, что я там говорила. И, если честно, я до сих пор не смотрела это видео. Серьезно? Да. Это было как во сне. Поездка в Австралию, потом в Японию совпало с рождением дочери. И я для себя решил, что я должен присутствовать на родах дочери. А Аню мне нужно было передать кому-то свою поездку, свой приз. И я выбрал Аню, потому что видел, как она упорно тренируется, что у нее были очень хорошие результаты на полумарафоне. Я тоже так думал, что я далек от бега, потому что мне я зачет как-то сдавал по физкультуре, у меня после зачета голова закружилась, я день лежал, валялся и думал, бег не мое. Но, оказывается, если нормально готовиться, ответственно к этому подойти, и вообще можно полюбить. Вот это для меня такое открытие. Работа такая, программист, да? 8 часов сидишь перед мониторами. Рано или поздно, если не заниматься спортом и не следить за своим здоровьем, начинаешь набирать лишние килограммы. Вот. Я бросил сноубординг, потому что я не влез в штаны от сноуборда. Когда я пошел в первую тренировку совместную, я еле как пробежал 3 километра, у меня темп был 8 минут на километр. А пробежал я полумарафон 5 минут и 8 секунд. Я люблю выходить из зоны комфорта. Я верю, что когда человек выходит из зоны комфорта, он начинает развиваться. И компания, она поощряет всестороннее развитие. И достаточно было легко начать, и тренеры предоставляют. Атмосфера внутри компании, все говорят о полумарафоне, все ребята, все мои коллеги им занимаются, все вместе ходят бегать. И ты тоже как-то со временем начинаешь думать, тоже начинаешь этого хотеть, и потом осознаешь, что ты уже бежишь полумарафон. 21 километр для офисного работника – это очень серьезно. И нельзя просто так взять и побежать, да. Нужно составить план. Благо, компания предоставляет очень профессионального тренера. Он там составляет тренировки, проводятся общие тренировки,
Но этот тренер не может проконтролировать, что ты кушаешь. Ты пытаешься. У меня был план сбросить 10 килограмм, только потом начать бегать. Вот. И придерживаться питания, это вот трудно. Моя жена меня поддержала очень, и это очень помогло. В общем, на 18-м километре у меня силы закончились. Я начал сбавлять темп. Мой GPS-трекер говорил мне об этом. Начали там ребята обгонять меня. Мне вообще грустно стало, думал, начал жалеть, что не надо было бежать. Потом, когда остался последний километр, меня обогнал парень и девушка. Я решил, угонюсь за ними, все, изо всех сил. Потом в конце финиш был в стадионе, нужно было в стадион зайти и 3/4 круга пробежать. Вот. Когда мы вошли в стадион, я решил, догнать их. Взял, израсходовал все силы, не знаю, как сказать. Ускорился, обогнал их. У меня там адреналин, такое невероятное чувство. И у меня цель марафон через год. То есть в следующем году я планирую пробежать полумарафон. И через год попробую пробежать марафон уже. Первоначально я планировал пробежать только 10 километров. Так уж получилось. Когда я побежал 10 километров, сам момент, конечно же, очень хорошо помню проведение самого полумарафона «Белые ночи», вот эта сама поддержка, то есть как вот эта атмосфера, то есть вот это бегового братства, то есть поддержка. Меня очень сильно зажгло, да. Я пробежал 10 километров, думаю, черт, я бы мог ведь лучше, наверное. Еще бежать хочу. Хорошо, адреналин в крови играет, надо бежать дальше. Вот. И тогда подумал, что в принципе, наверное, мог бы пробежать и 21. Я не планировал никаких побед, то есть я вообще на это дело даже и никак не рассчитывал. У меня задача была это привести себя в порядок, то есть встряхнуть старые кости свои, мышцы расправить и пробежаться, и похудеть. Все это получилось замечательно, я был довольно удовлетворен результатом вот так. И мне, в принципе, больше-то ничего и не надо было. И тут совершенно внезапно я узнаю о том, что меня тут объявили победитель. Ты что? Какой победитель? Чего победитель? Челленджа, да, вообще не ожидал. Я же говорю, у меня даже в планах не стояло такого, даже никаких планов не было. Я все-таки обычно серьезно отношусь к тому, чем занимаюсь. Думаю, бежать так бежать. Все, надо, значит, готовиться. Все, но с тех пор я связался с Марфой, уже с тренером, и начали заниматься. То есть сильно. У меня было 2 месяца на подготовку к полумарафону. Прям главное начать и не то, что даже верить, а бегать. Просто бегать. Тут скорее больше даже берешь волей и целеустремленностью. Просто начинаешь бежать и все. Подготовка к полумарафону была для меня, вообще к полумарафон-то и не планировал первоначально. То есть, когда мне об этом сообщили, челлендж, собственно, начался. То есть, самое основное-то было не то, что пробежать 10 километров и похудеть, да, а за 2 месяца подготовиться и бежать в Японии так, чтобы было не стыдно. Потому что, если честно, как-то все это выглядело то есть, я с нуля, на самом деле, меня поставили перед фактом, сказали, беги. Все, началось. То есть, челлендж был именно такой, то есть, не ударить в грязь лицом, но и, в конце концов, самому хотелось пробежать хорошо. Ребята все молодцы, все очень достойно себя ведут, то есть, с девчонками ездил, девчонки молодцы, конечно, супер. И нужно было как минимум быть не хуже. Лучше, конечно же, лучше. Лучше себя самого. Это очень важно. В Японии бежал, наслаждался видами. Как, думаю, это классно, как это здорово. Бежишь, тут у тебя река течет, тут, значит, это здание красивое, народ весь такой спортивно заряженный. Погода, кстати, классная была. Так что пробежался с удовольствием. Что подумал, когда подбегал к финишу? Если честно, подумал, что в течение всей трассы иногда была мысль, что я не зря сюда приехал, и надо бежать так, чтобы не было потом стыдно. То есть, немножечко себя понукал все-таки в процессе, да? То есть, не сказал бы, чтобы все прям очень легко и идеально прошло. Все-таки 21 километр – это какое-то испытание для организма все-таки есть. И когда подбегал к километру, думаю, господи, как мало времени-то осталось. Быстрее. То есть, уже добегал на этом. Но когда добежал, когда был финиш, все, конечно же, это феерия, это радость такая. То есть, все-таки это весь адреналин, это эндорфин. То есть, у тебя все, оно, все одно случилось, одно пробежал, все получилось, все как хотелось. Собственно, радость была, конечно, большая. А что тебе дало участие в Синет Челлендж? Во-первых, кучу впечатлений, море, прям сказала бы. И, возможно, уверенность в себе, что я смогу, если я захочу что-либо сделать. В этой истории, может быть, что если верить в чудо, оно может произойти. По мере подготовки мне понравилось бегать, и я полюбила бег. Я, можно сказать, полюбила физическую нагрузку, спорт.
после этого челленджа. Это в очередной раз дало мне возможность побороться с самим собой. Драйв дало, вот, очень важно. Я получил драйв, конкретный драйв причем. То есть была поставлена цель небольшая, она была достигнута, потом была поставлена более амбициозная цель, она тоже была достигнута. Да? Процесс реализации целей дал мне очень хороший такой задор и драйв. То есть я много целей для себя выполнил, посмотрел на себя, как бы все это. Ну и, конечно же, сама по себе поездка в Японию, то есть это тоже стоит того, чтобы поучаствовать, попробовать. Ну и как бы пересмотрел немножечко и себя в том числе. Когда я весил 95 килограмм под 100, и сейчас, скажем, около 80, там, ладно, 82 я сейчас вешу, да. Вот. Ну, как бы для здоровья тоже бонус дало неплохой. Я пробежала 2 полумарафона. Я испытала себя. Я знаю свое время. Я увидела Японию, эту прекрасную страну. Я знаю, как нужно тренироваться для того, чтобы улучшать свои результаты. Я познакомилась с очень хорошими людьми, с бегунами. Не из компании? Не из компании, ну и в том числе и в компании. Вот дало то, что я как будто нашла то, что мне нравится. Ну, то есть, когда бежишь именно старт, вот я бежала и думала, вот это же как будто вот... Ну, то есть, это то, что отражает меня как будто. Ну, то есть, это, наверное, для меня самое ценное. Я нашел новое хобби, во-первых. Во-вторых, я познакомился с другими ребятами-бегунами. Вообще, бег – это клево. Слушайте, какую большую работу провели над собой ребята. Синет Челлендж требует не только огромных физических усилий, но и немалую силу воли. Однако, вызов самому себе не был бы настоящим челленджем, если бы ребята не преодолевали все трудности на пути к цели. И ведь именно так человек становится лучше и сильнее. Развивайтесь и двигайтесь вперед, несмотря ни на что. С вами была Карина. Всем пока!